Как вам у Доманова? Нормально. Хорошее хозяйство, хорошее месторасположение. Прекрасно. Каждый знает свою работу, с чего начать, чем продолжить и чем закончить. Ну я не голословный, поглядите, что под тракторами лежит. Подстилаем пленку, чтобы меньше было масляных пятен. Будем расшираться, нам обовязково поставить и будем пикаться. Главное дыхать Ну да, это не без этого. и дыхать. Дунули. Зеленое загорело, все в норме. Склад будучыні, мастерская будучыні. Я думаю, что и вынік буде того, что это колгас будучыні. Жилье строится, БУ покупается. Да, Все для людей. все для людей. Доброї раниці, добрий день, добрий вечір і доброї ночі. Я вітаю кожного з вас. Передача «Агроблогер» на ТВ. Щойно в Оцевському районі СПУ Доманова. Ви готові? Ми готові. Сябри, я тут був недавно і скажу вам щиро, я був вельми уражений. А чому? Ви зараз самі усьо довідаєтеся. Йдемо со мною, я вже знаю, де директор сидить. Сергей Николаевич, добрый день. Бачу, где-то збираєтеся. Я криху пару хвилин. Никуда не спешите. Здравствуйте. Да, вот собирался на поле. На поле. Кормозаготовка. О, точно, кормозаготовка, сябри. Ну, обов'язково я з вами так само поїду. Давайте пару слов для наших глядачів про колгас. Я вельми рекомендував нашій телерадіокомпанії, щоб ми сюди приїхали, тому що я у вас був, вельми був впечатлен. Поэтому розкажіть, будь ласка, про господарку. Про себе, як сюди прийшли. Хозяйство имеет площадь 6100 сельхозугодий, из них 4200 гектаров пашни, 5300 крупнорогатого скота, из них 1300 коров. Ну, про себя пришел в хозяйство молодым специалистом, закончил Витебскую академию ветеринарной медицины в 2014 году, пришел ветврачом, и вот уже 13 лет работаю в данном хозяйстве. 2022 года в должности руководителя хозяйства. Ви, певно, одна із передових господарок району. Одна из передовых, да. І, певно, ви задействовані везде. І на полі тепер, і кору кидаються, і там і рапс, і, я знаю, кормовий завод. В общем, везде поедем. Да. В настоящее время у нас производится заготовка кормов из озимой ржи. Досеваем кукурузу на зеленую массу и химия, то есть химическая обработка полей, то есть химпрополка, вносим гербициды, пропалываем кукурузу и почвенником сою накрываем. Вот. Гляньте, як одети сьогодні економісти. Готовилися, певно, до чогось цікавого, а? Чи у вас сьогодні свято? Нет. А что? Обычный рабочий день. Подняли получку. Ну, с февраля, да. Ну, на сколько процентов? На 22% 20? ставка поднялась у нас. Но сама зарплата, ну, зависит у каждого от работы его выполняемой. Як печеш, так і маєш? Да, Все так и маешь. верно. Ви печете до 5? Печете до 5? У нас рабочий день до 5. Ну, правильно. Но если есть работа, мы остаемся, работаем. Какие быки бельгийские тут? Говорите, Владимировна. Права. Да, держите. Ну, там есть квартира у Ивацевича. Есть? Есть, да. Для порядка, чтобы знать, когда пришел, откуда пришел, зачем пришел. Мы находимся в Ивацевицком районе. Колгас. Доманова. Колгас Доманова. Николай, что это за приблуда такая? Сколько грамм наливать и что это такое? Нет, это немножко другое устройство. Это такой стакан, да, для измерения количества выпавших осадков. Ну, я вот иду каждый день на планерку с утра и смотрю, сколько миллиметров осадков выпало у нас за ночь, за день, вот, для того, чтобы дальше планировать работу. Так за учора у нас, значит, сколько? Ну, сколько там, почти 10 миллиметров, 9. Працевать можно в поле? Можно и нужно. Давай, родная! Ой, ёшкин кот, хотел бы картоплю вечером посадить. Что же робить? Чего накрылся двигатель? Павлик, что ты у чвери узнал? Где не сядешь, что скрутишь? Давление пропало. Гипертония мучите. Что тут его веда? Насос, не знаю. Вылазь! Сейчас я ему дам под голову каптопрыл. Будет говорить давление и гипертония. Сейчас я его заведу, не такое заводили. А не.
Вышел дух яго. І так, першы наш аб'ект мехдвор. Я як його бачу, подумав одразу, що санаторій які-то. Гляньте, як тут пригожа, чистенько, ніде травинки нема. Все заасфальтировано. Директор нам розкаже, коли, що тут такая модернизация проводилась и что тут есть. В основном мы всегда строили производственные объекты, то есть такая цель была всегда развить производство, а уже такие бытовые условия для администрации, мастерские, это мы уже оставляли на потом. В 2023 году состоялись у нас отраслевые дожинки Министерства энергетики, и к этому вот прошла такая модернизация у нас административно-хозяйственного комплекса. И было принято решение вот, сделать такую прекрасную мастерскую, ну, не только мастерскую, а вообще весь комплекс работ. Это от проходной, навес до навеса. То есть, значит, мойка была построена отдельная в хозяйстве. Здесь вообще был пустырь, чтобы вы понимали. Просто техника стояла под открытым небом и песок. Ось глядите, шпацирую як у городе. Ни одной травинки, плитка лежит. Это вам не город, это Доманово. Молодцы. И вось мы на складе ГСМ, так и называется. Центральные склады. Центральные склады СПУ Доманово. Я зараз чоловіком, який відказаний за ці склади. І тут для вас скажу, ну, не знаю, узровень так узровень. Господарки, глядите. Здесь 6 помещений, где что хранится отдельно, запчасти отдельно, средства защиты отдельно хранятся, материалы отдельно, ветеринарные препараты отдельно, лакокрасочные, ядохимикаты. Ну, отдельно то отдельно. То у вас даже подшипники разложены, фильтра разложены по разным полочкам. Болты вон стоять, бачу. Як это так? Ну, это ж, ну, кропотливая работа. Як вы до этого пришли? Ну, вносятся в базу документы, через документы распечатываются ярлыки на каждую запчасть, чтобы все знали, откуда пришло, когда пришло, сколько хранится на складе, чтобы каждый инженер мог зайти посмотреть, есть это в наличии, нету. Организация и дисциплина. Головне, так сказать. Конечно, обязательно. Вон руководитель Сергей Николаевич за всем строго смотрит всегда. Як сказав мой режисер за камерой, склад будучини. Глядите, кожний ярлычок. О, все подписано. Фильтр масляный, фильтр топливный, кольцо, фильтры долей идут. Все подписано, все стоит, все аккуратненько. Ну, я не знаю. Ну, молодцы. Треба глядеть і робити так само. Коли буде все організовано, коли буде дисципліна, буде і винік. Це президент так завжди каже. Ось у Доманова так і роблять. Молодці. Поміняли двері, перейшли з одного, так сказати, будинка у другий і сусідні. І тут навіть колеса складені, гляньте, як правильно і цудовно. Да, это стеллажи, кстати, мы сами варили, вот подставки. Все приезжают, смотрят, как, учатся. Я могу еще показать, где спецодежда хранится. Давайте зайдем. Вы думаете, что это какое-то модельное агентство? Это не. Это все для наших механизаторов, для наших працовников села. Что у нас тут есть? Лежу и без рукавки, и обутки, и спецоденье, и... По сезону, конечно. Все по сезону? Да, и все... зимнее, летнее, да. И все вы даете, да? Обязательно. Я бачу, вот особенно на химобработку для механизаторов, тут у вас целый набор. Его одеть можно с ног до головы. Здоровье это в первую очередь. Даем по осени и по весне. Да, всю спецодежду, комбинезон, сапоги резиновые, респираторы, фильтра, перчатки, нарукавники, все как положено. Сябры, я ведаю, что механизатора тяжко заставить одеть спецодежду, потому что, ну, это там здесь неудобно, и он привык к своим домашним. А у Доманова переодевся, подходишь глянуть, як ты одеты, и тут на зеркале сразу все уставы. Рабочие бруки, рабочая куртка, головный убор. Я взял с удостоверение по охране труда. Ну, молодцы, ну уже стал, бачишь человека. Вот так повинен выглядеть работник СПУ Доманова. Так повинен выглядеть кожный працовник сельской господарки. Ну что, сябры, вось мы уже и у мастерских, у сердца, так сказать, господарки. Со мной молодой, можно сказать, специалист, 30 годов хлопцу. Расскажите, як попали у Доманова, як долго працуете и трохи про мастерскую. Закончил Государственный аграрно-технический университет в Минске. Попал на распределение. После распределения
попал в Доманово. Работаю здесь уже около 6 лет. Начинал работу в старой мастерской. В 2023 году построили нам новое здание мастерских, которое полностью устраивает всех работников для хорошей работы и организации труда. Здесь все есть. Поглядите, что под тракторами лежит. Это что, церата, клеенка, что это? Да, подстилаем пленку, чтобы меньше было масляных пятен. О, видите, насколько тут что такие узровень. Я не знаю, что тут еще сказать. Я знаю, что ты не в себе. Сябры, глядите, вот стою на месте, нічого не прыганяли, нічого не ставили, як ви казали, тут усё есть, усе паслуги, які треба выконаць хоць на месте на мастерских. 380 генератор дизельный стоит, подъемник автомобильный, нават во косичка, было аккуратненько, чистенько, косилка вот такая, и вот гидравлический так само подъемник, можно перевозить любые грузы, любые коробки, что хочешь. Як я уже казал, склад будучыні, мастерская будучыні. Я думаю, что и вынік будет того, что это колгас будучыні. Але подведем вынікі крыху потом. Поют в ее голове. Помнишь ли ты пароли? Помнишь ли свой уикенд? Гляди, будет тебе гэтак, як ты занимаешься ерундой. Обовязково заглянул в бытовку, где тут помыться, где поесть. Говорите, все аккуратненько, чистенько, микроволновка, холодильник, на вот вода чистая, певно, домановская, где-то набрали из родников, привезли, хоба, поставил, попил. Молодцы, раковина, все на свете. Душевые там, у кожного свой ящичек, где закрывается на ключик, вон, гляньте, сколько их там стоит. Во, приходишь, чик, на вот подписаны, гляньте, ё-моё, рабочая специальная одежда и домашняя одежда. Молодцы, молодцы. Вось стою, каля чаго, як вы думаеце? Можа які-небудзь апарат, можа картачкі ўстаўляць, можа грошы снімаць, можа яшчэ што. Не, гэта мы ўсё яшчэ на мастерскіх. І гэта прылуда для таго, каб разумець, калі прыйшоў работнік на работу, якім стане ён прыйшоў на гэту работу. Що тут в моменте? Расскажите, что это такое? Это прибор для отметки рабочих, он проверяет, трезвый рабочий на работу пришел или не трезвый. Ждем, пока загорится зеленая. Загорелось. Дунули. Живков Александр. Все хорошо, да? Ожигание диктатора, все прошел, зеленое загорелось, все в норме. И можно идти на работу? Да. Не надо нигде расписываться у журнала. Вот это узровень, сябры, бачите? Не надо лишних людей, не надо никаких журналов вести, никаких этих писанин. Пришел, поставил, переоделся, пошел працевать. Все. Ну, Николай, щиро скажу, виходить з такої мастерської навіть не хочеться, тому і, може, хлопці тут і остаються, додому не йдуть. Але виходиш, і одна пригожусь міняє другую. Що таке у нас ось тут насупроть? Ну, перед нами сквер мира и созидания. Он был построен в 2023 году, так как общественная инициатива была, и приняли все работники нашего предприятия, унитарного предприятия Бресту-Болгаз, в том числе жители деревни. Иную сумму собрали, работники нашего предприятия собрали. Сейчас уже есть где всем нам где-то собраться, пойти, посидеть на лавочке, подумать о светлом, о хорошем. А Николаевич, я вот слухаю вас і такі вынік для себе зрабіў, што 23 год для вас быў важны, потому что много чего, шмат чего зрабілася менавіта ў 23 год. Да, так и есть. То есть это как одним комплексом делалось такой вот итог 2 или даже, можно сказать, 3 пятилеток. То есть у нас мы ставим перед собой планы определенные, да, на пятилетку, вот, и их выполняем на 100%. Не было такого, что мы что-то запланировали и не сделали. Спадзяюся, что у вас так само у наступную пятигодку, пятилетку здесь это такие планы будут, как строить жилье для молодых людей, потому что у такую господарку, я думаю, что потянутся и будут ехать молодые люди. Да, конечно. Помимо хороших, комфортных условий труда, инфраструктуры, нам нужно и жилье. Да, заработная плата, жилье. Мы ежегодно строим жилье, как новое, так и покупаем БУ на вторичном рынке. В прошлом году ввели одноквартирный дом. В 2023 году мы 8-квартирный дом построили для молодых специалистов. К слову сказать, он уже заселен. Мы имеем 2 трехкомнатные квартиры под общежитие. Жилье строится, БУ покупается. Да. Все для людей. Все для людей. Леонид Ильич,
табе тут і пакурыць не было б калі, потому што б засяклі, толькі в абед бы хадзіў курыць. Гаспадарка, дысцыпліна. Спакою табе нема, хлопец. У вёсцы і ў гаспадарцы не заўсёды убачыць толькі траву, поле і ўсё такое. А вось такія высоткі таксама тут есть. Зараз мы знаходзімся на яшчэ адным тэхналагічным аб'екце, зернасклад. І, як я кажу, заўсёды, калі гаспадарка файная, павінна быць свая лінія па пераработцы рапса, свой камбікармовы цэх, ну і свой сад. Пра сад яшчэ не ведаю, але камбікорм і рапс тут перарабляюць. Зараз попытаем. Андрей Викторович, добрый день. Сколько уже нажали сегодня? Сколько масла перерабили? 700 литров где-то. 700 литров. Это... Смену где-то 1,5 тонны выходит. Каждую смену, да? Да. Значит, рапса хапаю в господарстве. Я то был на разных этих всех линий рапсовых. Ну, хочется и так само до вас зайти. Покажите, что там, где происходит. Пойдем? Пойдем. Накопительный бункер рапса. Идет большой пресс. Большого пресса на экструдер, типа мясорубки. С экструдера на маленький пресс, и все. Жмых на выход, масло, емкость. Ага. А жмых, як, приезжают, забирают? Нет, ну машину перевозят, мы не продаем. Используете как-то в хозяйстве, да? На комбикорм, до банка. Ясно. Ну, що зрозумів, сябри, ви шмат раз бачили таку лінію, тому, я думаю, вже ведаєте, як тут що робиться. Ну и одразу мы, один момент, я опынулись у комбикормовом цехе. Ну-ка расскажите, что тут у вас происходит? Кормим коровок, чтобы улыбались. Який комбикорм сегодня робите? Высокопродуктивный, общий для удойного стада. Ага. Бычков тоже подкармливаем. Ну, по рецепту посчитать, сколько чего надо. Засыпаются бункера, а потом остальное все программа делает. Анатолійович, ми от йшли по території, і я чув запах малини якоїсь. От підійшов сюди і так само відчуваю цей запах. Що тут лежить у нас в мешках? Это добавка для телок старше 6 месяцев и для маленьких телят. Ароматизатор? Даже не скажу. Но пахнет очень сильно, даже одежда. Солнышки працують, граблі вовсю гамосять. Кормозаготовка вже настигає тебе з середини мая у Брестській області. Скосили рож і возять у яму. Зараз довідаємося, хто тут, де, що працює. Кажуть, молоді спеціалісти на тракторах роблять. Я удивився, треба глянути, чи справді це так. Ілюха, на трактор бачу працюєш. 952-82. Точка 3. 82.3. Ну что возите, что робите, як попал в колгас? Массу, пришел работать после армии. А ну як укос? Хороший укос. Хорошая масса? Да. Тоны трохи есть? Ну, трохи есть. Федорович, сколько теперь косить единицу поле? 5. Идут одним стволом. Комбайнов сколько на подборце? 2 уже в поле. 3-го выехал. Так, 5 кос, 2 комбайна. Чему в яме? Не тонны! Леонидович, реально? Расскажи, стоит ли идти работать в хозяйстве? Есть ли тут перспектива развития? Есть ли получка у Доманова? Все есть, главное желание, главное старание. Стараться работать. А ты вот только что, ты возишь кармаш, чем еще занимаешься? Ну, на опрыскиватель, химичить, касс. По-разному. Как до недели мне положили траншею, как у людей бы выходные. Леонидович, обед же был. Завтра иду за косами следом. Буду махать этими руками. Хіба новий кінчик такое подувало не зробить? Фу, то свет, то вода. Я вам что, бог? Я ж не всесилен. Как возили мне сенаж, приеду проверю, влажность, температуру. На что вы мне потребные, як вы не можете организовать работу? Треба скорей, бо рейси, тони, каб не нарушить эту дисциплину. Добрый день! Пару слов, як трава, як масса, сколько тонн, сколько рейсов уже дали? 3-й рейс. Ну, примерно где-то тонн под 40. Илюха сказал, что вас зробить на 2 рейса сегодня. Не. Вряд ли? Да. Он сказал, на Джундіра тоже скоро прийде. Директором у нового будет. Куди прийде? Нас один Джундір. Один? Ясно. Що, сябри, треба давати рейси? Помчав. Там уже в очередь. Один повез, другий на змену його. Так і роблять. Успеть погоду, успеть момент, тому що коли не успеешь, то и ни кормов не будет, ни молока не будет, ни получки не будет. Тут еще взаимосвязано в господарстве. Кожное звено важно. От бухгалтерии и до механизатора. Сябры, головний агроном ходить. Як завжди, по всіх полях, єдиний,
Не мяняе ні работу, не мяняе ні вобласць, ні раён, ён заўсёды прылятае і аглядае, як бялок, як трава, як маса, як вяліцца, як все, што робіцца. Бачце, ходзіць, так што абавязкова лейце, каб у вас таксама быў. Аграном Бусел, так і называецца. Сябры, ну што, ўжо практычна заканчваецца сеў кукурузы. Я зараз знаходжуся, можна сказаць, на Палесе, вось на такіх полях. Добрый дзень! На чым працуеце, як завуць? Зовут Николай, працую на МТЗ 1221 с сеялкой гаспардов. Уже ж пару полей осталось, напевно, сеять, да? Да. Уже конец. Потом на что перещаете? Потом останусь на тракторе. Что будете робить? Зеленую массу возить. А уже уборочная начнется, на комбайн пойду. Посеяли кукурузу. Теперь беремся за траншеи. Мужик снова с кровати упал. Бухгалтерия, почистили ямы, побелили в щетине. Ой, Леонидович, столек новые. Одни очистили, другие белили. Есть же и третья, приближенная, которым слова не скажи. Разъявятся тут. Либо самим заробить, а их ничего не пытать. Рамуальдовна, так я не понял, там порядок в чине. Леонидович, одно ложи. Ось і нарэшце мы даехалі да жыватнаводства. Тут як везде парадак на ўсіх аб'ектах, то на дзесьці на фермах, на комплексах, тут вообще, наверное, ідылія. Дырэктар быўшы ветврач, напэўна, ўсе нормы, ўсе гэтыя дысцыпліны, ўсё тут под жестачайшым кантролем. Можа, Красуля нам пра што раскажа? Красуля, а? Маўчыць, спросім у другой. Сябры, вось вы думаеце, што? Это якісьці пляж на Карыбах, ці можа на Мальдівах? Это не, гэта карукі ляжаць, цялушачкі, дзе? У СПУ Даманова, комплекс Вішнёўка, гляньте, якія чыстенькія, гляньте, якім файна. Вось вы скажете, вот, подстроили, телевизор приехал. Да так не подстроишь. Каб іх было вымыць, да трэба было б тут, я не знаю, год мыць, каб яны былі якія-небудзь чумазы. А видно, што за карукамі даглядаюць, чысцяць, заўсёды падсцілаюць. І ім тут, ну, не знаю, ну раздоле ў такіх умовах жыць, даваць малако, размнажацца, цяліцца і ўсё на свеце. Файна, вось калі па-хазяйскі, ўсё і усім добра. Ну, сябры, цяпер даведаемся, хто робіць гэты результат на ферме. Вось на комплексе, прабачце, хтосьці абіжаецца, чаму я кажу на ферме, на комплексе. Каля мяне заведуючая Николаевна і Анастасія, малады спецыяліст. Николаевна, адразу да вас, раскажыце, заходзім уражаны неверагодна. Каровы чыстыя, чысцей, можа, чым мае рукі цяпер. Раскажыце, як гэта робіцца, за што чаго? За счет работников фермы. Есть дисциплина, каждый знает свою работу, с чего начать, чем продолжить и чем закончить. Ага, то есть кадры и их дисциплина, порядок головная, так? Конечно. Павлик, коровы на пастбище выгоняются ці не? Леонидович, одно сухостой выгоняем. Нема кого пасти. Хіба вот со Степановной пойдем. Так, все троих. Одна выявляя, другая лечить, третья доить. Ни свет, ни вода там не потребны. Там еще есть. Степановна, Ригоровна, милая вы моя. Завтра на природу у 4 ранку. Вот директор сказал, я ему кажу, 30 литров на корову, напевно, доить. Он говорит, это минимум. 32 на сегодняшний день. 32. И плануете еще далее? Конечно, надо стремиться к лучшему. Молодцы, молодый специалист. Теперь нам скажешь, где были, что робили. Не могли вас оторвать от работы, там нечто обовязково треба было зробить. Лечила корову. Вы лечили? Время покажет. Если что, думаете, начальником ветслужбы стать? Не хочу. А с кем? Лепее свою работу выполнять, и как голова не болела? Чтобы начальником стать, надо много чего знать. Еще недостаточно. Ну, все напереди? Ну, конечно. Руки мыли? Ах, да. Так. Парочки свои. Помидорчики еще не свои. Цибулька своя. Смачно, не дай боже. Ну і мы цяпер у месцы, дзе, так сказать, одно з самых важных мест гаспадаркі, гэта сталовае кафе. Цікава, што сёння прыгатавалі на абедню. Чым кормяць механізатараў? Добрый дзень, прадстаўце, як вас завуць? Добрый день, Антоніо Любоў, я повар 4-го разрада, працую у СПУ Даманова, Брэста-Белгаз, кафе «Орхідея». Сягодня хлопцам мы гатавалі суп з фрикаделькамі, каша рысавая і тефтелькі. На третье компот и булочка
с повидлом. А ці ёсць падвячоркі ў калгасе? Пока нема, калі ідзе ўборачная, обязательно і падвячоркі, хто хоча заўтрак, таму і заўтрак. О, сябры, усе умовы. А, дарэчы, скажыце, ці могуць усе жыхары гарадка сюды прыйсці паабедаць, ці толькі хто працуе ў калгасе? Нет, к нам приходят с железной дороги. Часто заходят к нам обедать ревизоры с железной дороги. Приходят, их как раз здесь они пересаживаются. С промышленно-торгового комбината работники ходят к нам на обед. Ну, просто жители, да? И просто жители, да. О, галоўнае пытанне, ці ёсць у вас таксама тут прахадныя ты на картачках праход, ці не? Нет. Нема. Пока нема. А столовый директор пашадзіў. У нас будзе рэканструкцыя кафе, будзем расшырацца, нам абавязкова паставяць і будзем пікацца. Главное дыхаць. А, ну да, это не без гэтага. І дыхаць будзем. Малайцы. Ну што, сябры, вось такое падарожжа ў нас атрымалася ў гаспадарку будучыні. Мы яе так празвалі. А цяпер мы стаім каля рапса сучаснасці. Стаім каля. Хочу заметить, потому что туды заходить нельга. Вы знаете про законы, знаете про штрафы, тому обовязково тоже их соблюдайте. Гляньте, як цвіце рапс. На что заходить, на что нарушать. Можно постоять тут, записать, например, концовку «Агроблогер на ТВ», пожадать вам всего самого наилепшего. Дякую, что глядите. Дякую, что цените вось гэты труд наших сельхозработников, працаўнікоў села. А мы будем так само приезжать, показывать, рассказывать про их. І ўсё далей будзе ў нас файна, як і ў вас. Да сустрэчы, Аграблогер на ТВ, уся каманда ззаду, вы калісьці тоже пабачыце.